Дома к приему тепла готовы. Управляющая компания РКЦ готовит жилищный фонд к предстоящей зиме. Ведутся и другие работы. Деньги или набор социальных услуг. Свой выбор федеральные льготники могут сделать до 1 октября. Реальные дела с первых дней создания партии. «Единая Россия» продолжает реализацию проектов Сибая. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. Город готовится к зиме. За минувшие летние месяцы предприятиями жилищно-коммунального комплекса проведен немалый объем работ по подготовке инженерных сетей и объектов инфраструктуры к отопительному периоду. Особое внимание многоквартирным домам. Здесь подготовительные работы выполняются одновременно с текущим ремонтом жилого фонда. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками управляющей компании «Информационный расчетно-кассовый центр» побывала на нескольких многоэтажках. Анюта Нигматуллина трудится штукатуром-маляром 25 лет. В эти дни по заданию управляющей компании РКЦ их обслуживающая организация «Жилсервис» ведет работы по ремонту подъездов жилого дома по адресу Ветеранов 9. Мы уже здесь были 5 лет тому назад, вот вернулись, а уже, смотрю, чисто. Чище как-то добросовестнее относятся жильцы. Это радует. Специалисты отмечают, состояние у всех подъездов разное, а потому разнятся объемы и сроки выполнения работ. К примеру, в подъезде номер 9 стены испачканы нецензурными надписями, повсюду грязные пятна и следы от обуви, сломаны ограждения перед окнами. Так что здесь работникам придется изрядно потрудиться. Плоды их ежедневных стараний уже видят жители соседних подъездов, где ремонт завершен. Чистые стены, изолированные специальным материалом трубы, покрашенные лестничные площадки. Жилищники надеются, что горожане смогут бережно относиться к чужому труду и сохранят общедомовое имущество в надлежащем виде. Ремонт подъездов – это, пожалуй, самый заметный вид работ. Один из многих, которыми занимается управляющая компания. На сегодняшний день в управлении управляющей компании «Информационный расчетно-кассовый центр» находится 227 многоквартирных домов. Обслуживает их порядка 400 человек. Это сотрудники управляющей компании и обслуживающих подрядных организаций. В общем, работы выполняются по содержанию и ремонту зданий, по обеспечению жителей коммунальными ресурсами, по ведению технической документации, платежной документации, учетной документации, по юридическому и информационному сопровождению. Обеспечиваем круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, работу аварийно-диспетчерской службы, выполняем заявки жителей, и так далее. И вообще в перечне работы и услуг, которые выполняет управляющая компания на своих домах, на сегодняшний день находится несколько сотен позиций наименований видов работ. Все работы проводятся в соответствии с перечнем и тарифом, которые утверждаются собственниками с учетом рекомендаций управляющей компании. РКЦ тесно сотрудничает с председателями советов домов, которые контролируют ход работ, вносят свои коррективы, высказывают пожелания. Стараемся учитывать все. Есть виды работ обязательные, которые никак не выкинешь из перечня, даже если жители говорят, нам это не нужно, это требование закона, мы их все равно выполняем. Бывают дополнительные работы. Например, в этом году были дома, где мы устанавливали в местах общего пользования на лестничных клетках пластиковые окна. На детских площадках дополнительные игровые элементы, расширяли автостоянки. Конечно, эти работы производятся на тех домах, где у жителей хорошая платежная дисциплина, нет долгов и есть средства для выполнения таких работ. К сожалению, неплатежи – это очень больная тема. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить о том, что оплачивать жилищно-коммунальные услуги нужно вовремя. От этого напрямую зависит и состояние вашего дома, и ваш собственный комфорт. Бывают сложные жизненные ситуации, к 1 сентября детей собрали, не оплатили, еще что-то. Можно подойти в управляющую компанию, вам сделают рассрочку в погашении долга, можно оформить субсидию. В общем, выход есть всегда. Что касается содержания домов и текущего ремонта, работы ведутся ежедневно, круглогодично, учитывается и сезон. Так, например, летом это наружный ремонт и, конечно, подготовка жилищного фонда к зиме. В течение года объем выполненных ремонтных работ получается весьма внушительным. В этом году на домах, которые находятся в управлении РКЦ, было заменено 26 километров, я подчеркну, труб горячего холодного водоснабжения, отопления, канализации. Заменено около 3000 задвижек и вентилей. Отремонтированы подъезды уже на сегодняшний день в 64 домах. На 153 домах, если не ошибаюсь, произведен частичный ремонт кровель. На 100 домах частичный ремонт фасадов. Фасады – это не только покраска, побелка, это цоколь, отмостка, швы.
В ходе работ по подготовке к зиме производили утепление фасадов, проверили чердаки, подвалы. Вот на чердаках, в подвалах и в подъездах там отремонтировано порядка 380 дверей. То есть вот тамбурные двери внутри подъездов – это тоже больное место, которые очень часто ломаются. Вот. Что касается еще работ, естественно, что в ходе подготовки к зиме проводились изоляционные работы на инженерных сетях, заготовлено 100 тонн шлака, подготовлена техника специализированная снегоуборочная. В настоящий момент в дворах проводятся работы по расчистке подъездов снегоуборочной техники на придомовые территории, потому что за лето разрослись деревья, кустарники. В общем, сейчас дворники низко свисающие ветви убирают. В общем, к зиме готовимся. Естественно, проведена гидропромывка и опрессовка. К предстоящему отопительному сезону на каждый дом подписывают паспорт готовности. Большинство находящихся на балансе объектов уже прошли все необходимые процедуры. Работа ведется согласно графику, и к приему тепла дома будут готовы вовремя. Лена Кириллова, Данила Либаев, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Реальные дела – так называется партийный проект «Единой России», направленный на решение злободневных проблем, связанных с благоустройством населенных пунктов. За более чем 2 года существования этого проекта в Башкортостане уже реализовано много дел. В их перечне и работы, выполненные в нашем городе. Что было, что есть и что будет – в материале Рената Музафарова. Обсуждая итоги и перспективы муниципальной политики в рамках состоявшейся встречи местного партийного отделения с депутатом Государственной Думы Зарифом Байгускаровым, докладчики подчеркнули, что основной миссией «Единой России» с самого момента ее основания являлись конкретные реальные дела. Не случайно проект, направленный на решение злободневных проблем города, получил сообразное тезисное наименование «Реальные дела». Работа в рамках него в Башкортостане стартовала в июне 2015 года и доказала состоятельность модели реализации партийных проектов как способа решения важных актуальных проблем населения. Так, только за прошлый год в пределах Сибая было завершено строительство пешеходной дорожки для школьников, отремонтированы отдельные участки городских дорог и другое. Работы, запланированные на текущий год, включают в себя 2 основных мероприятия. С чего начинаются все эти работы? Это с обращения граждан города в администрацию. Собирается вся эта информация, где у нас особые такие проблемы, очень остро стоят на сегодняшний день. Это сегодня мы знаем, как это наружное освещение индивидуальных жилых поселков. И есть такие проблемы у нас устройство пешеходных дорожек к школам тоже в поселках. Значит, собирается вот эта информация и предоставляется у нас, направляем мы в депутатский корпус тоже эти проблемы, чтобы где-то как-то можно решить. И вот на сегодняшний день у нас получается одна проблема по наружному освещению решена через депутата Государственной Думы Собрания Республики Федерации, это Байгускарова. И второй момент – это тротуар, ремонт тротуара, устройство тротуара в поселке Аркаим через Комитет Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан. Поселок Горный является старейшим в Сибае с численностью жителей более 3200 человек. Устаревшая система наружного освещения является одним из острейших вопросов местного населения. Объем средств на проведение данных ремонтных работ составляет 282 тысячи рублей и предусматривает исполнение в срок до 1 ноября текущего года. Другой объект в микрорайоне Аркаим. Здесь ведутся работы по оборудованию пешеходного тротуара протяженностью 840 метров от остановки Мечеть до здания школы, что позволит решить проблему безопасного движения пешеходов и в первую очередь школьников. Срок сдачи объекта 15 октября. Объем средств, направленных на строительство, 1 миллион 300 тысяч рублей. В дальнейшем, значит, у нас проект сделан полностью от школы уже в ту сторону, западную сторону, там будет охватываться, но это уже будет на 2018 год. И вторая у нас по проблеме наружного освещения, второй вопрос, это будет сейчас на стадии технического задания, оформляется, будет выставлен на аукцион. Это устройство наружного освещения в поселке Горный, по улице Горная. Ну, может быть, еще возьмем часть молодежной по выделенным деньгам. Деньги на наружное освещение выделены из Республики Башкортостан в размере 185 тысяч. А остальная сумма из 280 это будет у нас с местного бюджета городского округа.
Отметим, что основная идея реальных дел – выявить и разработать план решения тех проблем населенного пункта, которые считают наиболее насущными сами жители. Таким образом, создатели проекта пытаются способствовать активному вовлечению граждан в процесс принятия решений и самоорганизации жителей конкретного населенного пункта на основе их коллективных интересов. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. До 1 октября федеральные льготники имеют возможность подать заявление на изменение формы получения набора социальных услуг. Они могут выбрать натуральную форму или денежный эквивалент. В Башкортостане на сегодняшний день проживают 328 тысяч федеральных льготников. Из них более 295 тысяч граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, отказались от всего набора или его части в пользу денежной компенсации. Подробности в специальном интервью в нашей программе. Набор социальных услуг предоставляется гражданам, имеющим статус федерального льготника. Ежегодно до 1 октября им нужно определиться, в каком виде получать социальные услуги в следующем году – в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Если гражданин желает сохранить существующий порядок получения льгот, заявление подавать не нужно. Если же он хочет изменить этот порядок, например, сейчас получает деньгами, а с 1 января следующего года желает получать натуральные льготы, заявление нужно подать. Поданное заявление будет действовать до тех пор, пока льготник не изменит свой выбор. В настоящее время стоимость соцпакета составляет 1048 рублей 97 копеек в месяц, в том числе 807 рублей 94 копейки – это обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, 124 рубля 99 копеек – это предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, 116 рублей 4 копейки – это бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Заявления принимаются в управлении пенсионного фонда. Кроме того, можно заявление подать в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. В 2015 году указом президента Российской Федерации была начата оптимизация в социальной сфере. По итогам реформирования в нашей республике предоставление услуг социального обслуживания на дому пожилых и инвалидов было передано социально ориентированным негосударственным, некоммерческим организациям, которые имеют возможность привлекать дополнительные материальные ресурсы в виде грантовой и иной поддержки в соответствии с законодательством. Основываясь на этом, Сибайский центр социального обслуживания населения «Азатлык» обратился за финансовой поддержкой в Государственный комитет по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан. Какие изменения в связи с этим претерпел частный дом престарелых нашего города, расскажет Евдокия Титаренко. С марта 2015 года в Сибае начал функционировать Центр социального обслуживания населения «Азатлык». Официально же его презентовали в прошлом году. Основная сфера деятельности организации – социальное обслуживание на дому, которое осуществляется путем предоставления социально-бытовых, медицинских, психологических, консультативных и иных услуг гражданам, нуждающимся в постоянном или временном социальном обслуживании. За прошедший срок стационарные услуги получили около 200 граждан пенсионного возраста и инвалидов. Дом престарелых рассчитан на 25 койко-мест. У нас на сегодняшний день находится на 20 человек проживает на постоянной, так скажем, основе, а 5 человек это у нас временные. Это у нас родственники оставляют на период либо отпусков, либо куда-то командировок, они временно оставляют своих престарелых бабушек и дедушек. У нас работают 16 человек, именно трудоустроенные, нами было создано 16 рабочих мест. Это младший медицинский персонал, медицинская сестра, специалисты по социальной работе, культорганизатор и повара. У нас в отделении организовано шестиразовое питание, медицинские услуги оказываются. После начала функционирования частного дома престарелых его руководство, пользуясь законодательством Российской Федерации, обратилось за финансовой помощью в Государственный комитет по предпринимательству и туризму, где им предложили несколько вариантов господдержки, в том числе займ в 500 тысяч рублей через фонд инвестиционных инициатив. Оборудованы специально душевые, специально для наших проживающих. Здесь все есть для безопасности. Могут стоя, могут вот сидя, все есть. Отдельно мужское, женское и водонагреватель.
Это случай того, что когда бывает в городе свет отключаем, воду горячую отключают, у нас вот специально для этого водонагреватель есть. Вторым вариантом у нас был участие в грантовой конкурсе субсидий, тоже организованной Государственным комитетом. Это на 1 миллион рублей мы выиграли грант. И также были направлены на приобретение мебели, на приобретение медицинской мебели, ремонт пожарной сигнализации и текущий ремонт комнат и коридора. Кроме этого, было приобретено новое медицинское оборудование, электронные весы, противопролежневые матрасы, бактерицидная лампа с защищенным специальным экраном, а также кровать со специальной конструкцией для тяжелобольных. Теперь Центр социального обслуживания населения «Азатлык» стал еще более оснащенным и комфортабельным, а новшество позволяет оказывать услуги населению более качественно. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Удачных вам выходных и только хороших новостей. Увидимся.